Тем временем в Якутии объявлен режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил на совещании сегодня глава республики Айсен Николаев. Данный режим регулируется федеральным законом. Это значит, что все профилактические мероприятия по недопущению вируса на территории республики теперь закрепляются нормативно на основании указа главы. В первую очередь ограничения коснутся культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий с участием более 50 человек. Кроме этого, на особый режим переходят все службы и ведомства, отвечающие за недопущение коронавируса. Усиливается дезинфекция не только в общественном транспорте и развлекательных центрах, но и в организациях, где наблюдается наибольшее скопление людей. Студенты вузов, на территории которых находятся на территории республики СВФУ и ГСХ, уже переведены на дистанционное обучение. Им рекомендуется тем, кто не имеет городской постоянной прописки, соответственно, вернуться по месту своего жительства. Так как и определялись вчера, школы продолжают работать в обычном режиме до особой ситуации. Особой ситуации сегодня не произошло, но мы в любом случае готовимся в последующем к тому, что школы перейдут на дистанционное обучение. Также Айсен Николаев поручил вернуть якутянам потраченные деньги на авиаперелеты. Минтрансу региона поручено решить вопрос возмещения стоимости билетов без штрафов и налоговых сборов. Профильному ведомству предстоит отработать вопрос с авиакомпаниями. По словам Айсена Николаева, особое внимание следует уделить недропользователям и строительным организациям, которые практикуют вахтовый метод. Работникам рекомендуют продлить срок пребывания для снижения рисков завоза инфекции.